Испытано на себе. Дорогие зрители, я приветствую вас на канале Якутия-24. С вами выпуск «Испытано на себе». Мы находимся в дошкольном образовательном учреждении. Это детский сад номер 102 «Подснежник». И сегодня я буду пробовать себя в профессии помощник воспитателя. Предлагаю не затягивать и начать прямо сейчас. Испытано на себе. Это первая младшая группа под названием «Малышок». Здесь детки от 2 до 3 лет. Сегодня я буду изучать профессию под чутким руководством Лидии. Лидия – действующий помощник воспитателя в группе. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, у меня сразу самый первый, самый общий вопрос. Что же входит в обязанности помощника воспитателя? В обязанности входит у нас самое главное, это чтобы детки были сытые, в хорошем настроении, ну и, конечно, помощь воспитателя. Многозадачная достаточно профессия и работа. Ну что ж, сегодня под чутким руководством Лидии я буду изучать профессию. Вы будете меня направлять, будете моим путеводителем, а я буду вашим помощником. Хорошо. Так, я вам выдаю форму, фартук, косыночка. Ага, хорошо. Так, в это нужно одеться. Угу. Так, здесь завязочки, правильно? Да, давайте я вам помогу. Давайте. Я подержу. Держите. Так, все очень строго. Помощник воспитателя должен забирать завтрак, обед в специальной, да, одежде, в фартуке. Фартук, косыночка обязательно. Тут у нас перчаточки и косыночка. Угу. Так, мы, значит, сейчас одеваемся и отправляемся забирать завтрак. Испытано на себе. Сколько у нас сегодня деток в группе? Должно быть 20 детишек. Ну, по факту приходят поменьше. Бывает, да, поменьше приходят. Так, Угу. Так, идем по сути. так, и отправляемся, И на кухню. отправляемся на кухню. По мере приближения кухни прям ощущается Да, аромат, запах. аромат каши, запах детства. Девочки. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Так, мы снимаем крышечки, Да. да, и подаем. Сюда нам кашку на 20 детей. Вот это у нас кухня. То есть обязательно нужно сказать количество, Количество детей, детей, да, обязательно. да? Так, что у нас, манная каша? Это у нас кукурузная кашка. Кукурузная кашка, друзья. Как такой запах, это просто запах действительно вот детства. Возвращаешься флешбеком таким. Так, хлебушка у нас здесь с маслицем. Пожалуйста, приятного аппетита. Спасибо. Спасибо большое. И это у так, нас. вы вот вообще все одна это несете, да? Да, это все я сама. Ничего себе. Давайте я, наверное, как-то сверху, да? Это вот так происходит? Ну да. Давайте. Ага. Сюда, да? Да. Сейчас мы будем накрывать стол с вами. Я вам выдаю салфеточки. Нужно разложить по столикам, Да, да? по столикам. Ага, давайте, 20 штук, правильно? 20 штук.
Одна поварешка Да. это порция на одного ребенка, на да? одного ребенка. Ага, строгий подотчет у нас. Так. Все идут сюда, все ко мне подходят. Аккуратненько, Айсена тоже идет. Но вообще воспитатель моет ручки. Если много детей, то я, конечно, помогаю. Но сегодня как бы справиться, да? Она справится. ага. Ага. Пока помощник воспитателя занимается организацией завтрака, детки играют с воспитателем, покорно ждут. Такие молодцы. Играют, развлекаются. Доброе утро. Проходи, дружочек, проходи. Вот Всё, да? Ай, какой молодец. Ну ладно. Нет уже у нас Ой, кто такой плачет? Спасибо, Валюк, придет и мама, и папа. Все придет. Маленьким детям очень сложно расставаться, да, вот по утрам с родителями. Ай, какие мамы. И очень сложно, наверное, им потом настроение поднять. Да нет. Нет? Быстро наоборот, да? Да. Ой, когда еще и каша на столе такая вкусная, еще и хлеб с маслом. Как хорошо быть ребенком. О тебе заботятся, кормят вкусненько, играют. Все, да? Нет, еще один. Кушаем кашу. А пока дети завтракают, наша с вами работа, наверное, не дремлет, да? Пока они завтракают, мы с вами пойдем помоем Влажная уборка, влажную да? уборку, да. Хорошо. Испытано на себе. Все гигиенические процедуры в этом помещении. Так. Вот у нас Так, ведерко, Ведерочка. тряпочка, значит, меня снабдили ведерком, тряпочкой, шваброй. Так, далее, это весь набор? да, это весь набор. Моющее средство. Сейчас Ага. Так, я набираю воду уже все, да? Мгм. вот у нас раствор. Сколько нужно капнуть? Какое-то определенное количество, наверное, да? Сколько? Просто наливаем и все, да? Так, мгм. Крышечку. Так, все, берем тазик, да? Пойдемте. Так, а перчаточки? Так, перчаточки сейчас. Ага. Моя задача помыть это помещение. Это помещение, да, это приемная. Здесь детишек принимаем, раздевают, и мы их Забираем. забираем. Так, ну все, хорошо. Так, я поняла свою задачу. Как справлюсь, потом к вам в помещение, Хорошо. да? Очень важная задача воспитателя – это, конечно же, в первую очередь дезинфекция помещений. Это влажная уборка, обеспыливание поверхностей. Вся дезинфекция ложится на плечи помощника воспитателя. Собственно, с чем мы сейчас и займемся. Задача помощника воспитателя не только организовать, но потом еще и привести в порядок, убрать посуду и протереть стол. Так. Да, скорее всего. Куда мы отходы? Откуда у нас нет? То есть процентов, наверное, 70 остается в тарелках. Да, вот я так посмотрела. Не все детки любят кашку. Как-то вот
не жалуют дети кашу. Это проблема всех детей, точнее взрослых. А стаканы? Стаканчики мы выливаем сюда? Выливаем сюда, замачиваем в эту емкость. Прям замачиваем. Замачиваем. Ложки тоже. Ложки. Уборочный фартучек. Уборочный фартук. Уборочный. Это после того, как детки позавтракали, мы одеваем фартучек и убираем со стола. Да, я вот такая шустрая начала уже без фартука. Фартуки разные. То есть для того, чтобы накрыть на стол, нужно одеть Да, один фартук. потом переодеться уже в другой фартук, для того, чтобы убрать со стола. Интересно. Ложим стаканчики, потом их споласкиваем и ставим на сушку. Поняла. А правда, что в некоторых садах имеется посудомоечная машина? Да, есть, в некоторых садах есть. Ой. У нас, к сожалению, пока нету. Но я думаю, что будут скоро. В скором времени появится, да? Ложечка у тебя, да? Ложечка. Какая ложечка розовенькая? Смотри, кегля у нас. Так, Таня, нам нужна будет ваша помощь. Вы должны нам помочь. У нас сейчас будет музыкальное занятие. Вы должны перевоплотиться, переодеться в снеговика. И сделать для детишек сюрпризный момент. Снеговика. Так Снеговика. вот оно, значит, как технические моменты закончились. Теперь нужно проявить себя в творческой части. Да, давайте, конечно. Все, пойдемте. Вот мой костюм снеговика. Как в него попасть? Это очень интересный вопрос. Так, я так понимаю, снизу, да? Да, мы вам поможем. Ага, так. Вот. Вот. Еще не все. Нам уже же будет приделать Ну, нос. конечно, морковка, нос. Как же без... Все в присутствии детей. Так, сейчас маленько вы сами, а мы деток. Иначе сюрпризного момента у нас не получится. Ребятки, начинаем наше музыкальное занятие. Я сейчас включу веселую музыку, и мы будем танцевать. Включаю. Сели, встали, сели, встали. Ай, молодцы! Смотрите, как кто к нам идет! Дом снеговика, ребят, Миша, когда идет? О, какой красивый снеговик! Давайте-ка ладошки похлопаем, какой красивый он! Красивый снеговик! Вау! Что снеговик нам принес? Здравствуй, снеговичок. Здравствуйте! Ты видел нашего Мишку? Мишку видел. Это он тебя пригласил? Мишка пригласил меня, А да. что, такую красивую елочку ты принес в подарок детям? Детям в подарок елочку, ну конечно. Здорово! Давайте мы песню споем. Давайте как елочки подойдем, Миша! Мишенька, иди сюда, дружочек, иди! Вот она, елочка! Такая красивая стоит! Вся наша елочка звездами блестит! Светит на елочке! Ах, как нам весело! Елочка с тобой! Мы и про тебя, снеговичок, песенку споем! Мы любим нашу елку, да. Да. Хлопайте в ладошки, ребятки. Громче, ребятки, громче, молодцы! Приходит на елку, как всегда. Мы с ним поем и пляшем, да. Да. И хлопаем. Ребятки, снеговичок, тебе понравилось? Очень понравилось. Очень понравилось. Что-то холодно стало. Снеговичок-то холодный. Давайте, ребятки, погреемся. И Погреемся песню со снеговичком. споем за снеговичком. Ай, молодцы, Мишенька, здесь, Мишенька!
очень понравилось. Ну что ж, мы боимся, что ты растаешь. Наверное, нам надо прощаться. Да, помашем ручкой снеговичку. А Скажем елочка спасибо. остается. До свидания. Помашем мне ручкой. До свидания. Пока-пока! До свидания. Ну что ж, дорогие друзья, помощник воспитателя – это и жрец, и чтец, и на дуде и грец, как говорится. Итак, повеселили мы деток. Теперь нужно переодеваться и приступать к следующей работе. Она не ждет. Испытано на себе. Вы знаете, очень много говорят и пишут про детские сады, дошкольные учреждения. Это самые лучшие образовательные учреждения. Проработав здесь, прочувствовав на себе, наверное, да, любую из должностей, понимаешь, как же важно все-таки быть причастным, когда растут наши детки. Вот должность помощника воспитателя. В этом названии сразу заложено помощник воспитателя. То есть полностью в процессе участвует сотрудник в образовательном, значит, воспитательном процессе. И помимо этого у него же еще огромный пласт должностной инструкции, состоящий из много-много-много-много пунктов. И это с утра с 7:30 у нас начинают функционировать детские сады. Помощники приходят к 8 часам утра, ну и до вечера. Конечно же, утренний отрезок, да, утренний отрезок, с него начинается весь день. Помощник воспитателя готовится к завтраку, помимо этого помогает помыть ручки, наверное, вы посмотрели, да, моют ручки, смотрят, какое настроение у детей. Это и воспитатель, и помощник, они вместе, они в одной связке. Затем начинается подготовка к завтраку, обязательная сервировка стола. Я всегда говорю, вот это начинается с малышей. И группа, которую вы посмотрели, с 2 до 3, у них тоже должно быть эстетически правильно оформленный завтрак. То есть дети должны видеть это каждый день, о том, что тарелочка ставится на салфетку, обязательно должны быть салфетницы, ну и тому подобное. Затем, конечно, сам завтрак, в нем принимают участие и воспитатель, и помощник воспитателя, но большая нагрузка на помощника воспитателя, потому что есть детки, которые с утра завтракают с родителями, да, и которые будут кушать еще, есть, которые не очень хотят. И надо поговорить с ребятами, да. А если он не будет сейчас завтракать, вот отказывается совсем, да? Но надо выяснить, почему ты не хочешь кушать. То есть это тоже все помощник воспитателя. Позавтракали. Перед тем, как начнутся занятия, помощник воспитателя, конечно, все убирает. То есть это моется, замачивается, потом это моется, ополаскивается и так далее. То есть это все его должностные обязанности. Затем очень плавно все переходит в занятия. В занятия, на которых помощник уже не представляем как воспитатель один на занятии. Вы заметили, наверное, что сегодня очень много детей. Их было и в пятницу, и в четверг. Замечательное количество ходит ребятишек. И помощник, конечно, он участен во всем, то есть с утра и до вечера. В занятиях обязательно участвует. Вы это проверили, наверное, на себе, потому что во всех садах, и в том числе у нас, начались уже разговоры о самом празднике, великом, хорошем, смешном, веселом, которого ждут дети, да, Новый год. И вот малыши уже тоже начинают потихонечку готовиться. У них было задание принести елочную игрушку. Да? И к ним в гости сегодня приходил Снеговик. В этой роли вы тоже побыли. Ну, затем подготовка к обеду, сон и так далее. Сложно? Очень сложно. Конечно, сложно. Но вечером действительно очень многие помощники-воспитатели уходят с радостью, потому что они пришли работать с любовью. Пришли, чтобы у деток было все прекрасно, все замечательно. Я думаю, что мы не едины в нашем городе, в нашей республике и вообще в России. Здесь работают
люди, которые очень любят свою профессию. Испытано на себе. Так, а у нас второй завтрак. Да? Для этого нам опять необходимо переодеться. Обязательно. Так, разливаем, значит, наш морс. 20 стаканчиков, да? Прям вот над кастрюлькой. А, пришлось 17 детей, да? Наливаю прям вот так. Даже не разлила. Пойдем, сядем. Сейчас вкусный морсик будем пить. Ой, вкусный морсик, иди скорей. Иди, моя звездочка, блестящая. Давай, на стульчик. Садись, молодец. У нас прошел второй завтрак, это был морс, и помощник воспитателя сначала раздает стаканчики с морсом, а потом собирает стаканчики, ополаскивает и ставит на чистое место. Один раз в день влажная уборка, то есть это помыть полы и протереть пыль, да? Ну, вы знаете, кстати, должна сказать, что я вот принялась обеспыливать все поверхности, и хочу сказать, что по факту поверхности-то чистые. И это говорит о добросовестном выполнении своей работы нашей Лидии. Даже когда идет образовательный и познавательный процесс, и воспитатель работает с детками, помощник воспитателя всегда рядом. После творческого занятия всем деткам в группе необходимо помыть руки. И это, конечно же, выполняет помощник воспитателя. Пойдем? Пойдем мыть ручки? Так, ребята, пойдемте мыть ручки. Пойдем. Так, давай, я помогу тебе встать. Пойдем. Ой, какие молодцы, в очередь все встали. Аккуратненько, Умнички. потихонечку. Вода горячая. Помытые ручки. Где помытые ручки наши? Так, ко мне, вперед, давай, молодец. Ручки вытираем. Все, идем в группу, так. Вот, хорошо. Полотенчика меняем. Так, каждому ребенку я меняю полотенчика, правильно? Обязательно. Угу. Так, а ты помыл ручки? Мое полотенчико. Так, ручки вытираем. Чистые ручки. Все, в группу. Испытано на себе. В группах постарше в обязанности помощника воспитателя также входят обязанности сопроводить детей, всю группу до спортивного занятия, до физкультуры.
и сопроводить их также обратно. Пока мы снимали материал обед уже подошел к концу. И сейчас наша задача подготовить детишек к дневному сну. И пока детки будут спать, значит, помощник воспитателя и воспитатель находятся непосредственно в группе. Да? Да, детки отдыхают, воспитатель находится здесь в спальне с детками. Но, конечно же, я там после обеда мою посуду. Угу, занимаетесь какими-то другими делами, да? своими делами, А дел у помощника воспитателя оказывается очень много. Очень много. Вот я тут уже убрала покрывало, расправила пододеяльничек и поправила подушечку. Правильно? То есть и так нужно подготовить полностью все кроватки. Да, сколько детишек? Все, поняла. На данный момент 17 детей. Да, 17 детей. Ну что ж, закончился наш экскурс по новой профессии. Что, хочу спросить ваше мнение. Как вы вообще считаете, подходит ли мне эта работа, справилась ли я с ней, насколько я с ней справилась? В общем, интересует ваше мнение. Дорогая Танюша, да, мне очень понравилось, как ты с нами работала. Молодец, ты справилась абсолютно со всеми заданиями. Это, конечно, работа не из легких, конечно, тяжелая, но ты умница. Я думаю, что тебе эта профессия подходит. Спасибо большое. Лидия, теперь самое главное мнение, да, так скажем, вы знаете профессию изнутри, вы знаете ее от А до Я, и вот ваше мнение нам тоже очень-очень интересно. Танюша, вы вообще большая молодец. Вообще справились на 5. Ну, вам эта профессия, я думаю, что пойдет. Пойдет, да? Мы вас приглашаем еще раз в гости. Нам понравился. Спасибо большое. Еще у меня, кстати, такой вопрос созрел, да, раз уж мы заговорили о работе. Скажите, карьерный рост вообще вот в профессии помощника воспитателя, что, зачем, скажем так, идет? Любой помощник воспитателя может переквалифицироваться в воспитателя, если у него будет желание. Все зависит от желания. Да. То есть я так думаю, что желание плюс, наверное, какое-то дополнительное образование нужно будет, да, получить? Ну, конечно, квалификация, она обязательно. Да, главное это желание. Поэтому расти есть куда. Профессия очень добрая, светлая и теплая, потому что любовь детей это самое неподдельное на свете чувство. Это очень-очень теплое чувство, и это самое лучшее, что может быть. Поэтому, если вы еще думаете, а стоит ли идти работать или учиться на помощника воспитателя, то обязательно стоит. Испытано на себе. Профессия помощник воспитателя – это очень емкая и ответственная профессия. Профессия, которая требует полной самоотдачи, вовлеченности, ну и, конечно же, безусловной любви к детям. С вами была программа «Испытано на себе». До новых познавательных встреч! Испытано на себе.